Большое спасибо. Сейчас Хельсинский фонд за права человека из Туркменистана. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. С 2004 года я принимаю участие в конференции ГДИПЧ ОБСЕ. С этого момента я могу сказать, что за 20 лет ОБСЕ деградирует. И то, что, господа, вчера говорили министры иностранных дел, представители международных организаций, остается все на словах. Пытки, преследования журналистов и блогеров, нарушения прав человека стали реальной, повседневной на пространстве ОБСЕ. Канцлер Германии Мерц сказал, что ось автократических государств, которые бросает вызов либеральному порядку во всем мире, бросает прямой вызов западным демократиям. Мало того, президент Франции Макрон выразился более жестче. Он сказал, демократия вырождается из-за атак на разных фронтах, в том числе изнутри. Работа представительства ОБСЕ в Туркменистане направлена не на развитие гражданского общества, а на сотрудничество с туркменской диктатурой. Причем это позволяет туркменской диктатуре фабриковать дела на гражданских активистов, похищать их из других стран, мучить в тюрьме, и в конечном итоге они пропадают там. Московский механизм, который принимает ОБСЕ, не работает. С 2003 года было инициировано применение московского механизма к Туркменистану. Результат нулевой. Нулевой, господа. Вы поощряете диктатуру. Хорошие слова сказал президент Франции о вырождении демократии. И в то же время на прошлой неделе он встречался с автократом азербайджанским и пожимал ему руку. Чуть ранее встречался с туркменскими диктаторами и тоже пожимал руку. Ради чего? Ради того, чтобы заключить контракт, чтобы Туркмения купила спутник у Франции и транслировать на весь мир о всех достижениях туркменского диктатора. Вчера представитель Туркменистана приехал, почитал, сегодня его нету. Это что? Это что, господа? Вы посмотрите, что вы творите. Вы не боретесь за демократию. Вы поощряете эти пытки. Вы, наоборот, делаете все для того, чтобы демократия на пространстве ОБСЕ исчезла. Особенно это заметно на примере центральноазиатских стран. Вы уже сами говорите, что у вас здесь, в Европе, тоже автократы появились. Спасибо.